В выставочном зале ВДНХ на время работы съезда развернулась необычная экспозиция. По сути, тоже выставка народных достижений. Презентация лучших проектов, которые реализовали в этом году партийцы. Этот сквер один за другим посещают делегаты. Уютный уголок со скамейками, зеленью, тренажерным комплексом. Наглядный пример перевоплощения в рамках проекта «Городская среда». В Коми участниками федеральной программы стали Воркута, Инта, Ема, Сыктывкар и Жешерт. Обновили более сотни дворов и общественных территорий. В следующем году список участников пополнится новыми муниципалитетами. Наш бюджет около 9 миллионов. И на благоустройство у нас 1100, наверное. А это для нашего поселения это очень большая помощь, конечно. Из бюджета на асфальтирование придомовых территорий мы бы денежных средств не изыскали. Переселение из ветхого и аварийного жилья тоже необходимо продолжить. На сегодня программа в регионах выполнена почти на 100%, но улучшили свое жилье лишь те, кто встал на учет до 1 января 2012 года. А еще есть и те, кто по каким-то причинам не попал в эту программу, в основном по вине местных чиновников, которые попросту не собрали необходимые документы или, что было в некоторых регионах, растеряли их. Я получаю огромное количество жалоб, когда сегодня суды принимают решения по капитальному ремонту и возлагают капитальный ремонт на муниципалитеты, которые ранее не сделали капитальный ремонт. То есть решение Конституционного суда, которое было принято, сегодня миллиарды рублей. Омск 15 миллиардов, Хабаровск, Владивосток, средняя полоса России. То есть на сегодняшний день, я считаю, это решение, оно настолько уничтожает муниципалитеты, что с моей точки зрения на уровне «Единой России» надо было бы рассмотреть. Здравоохранение должно стать еще доступнее. Сегодня в России активно внедряют электронную регистрацию на прием к врачам. Развивают телемедицину. Доктора в глубинках получают консультацию коллег из крупных центров. В перспективе подобная помощь может прийти и к пациенту прямо домой. К примеру, если поставлен диагноз, врач может продолжить лечение дистанционно. Очень важная тема, очень нужная, особенно для труднодоступных, удаленных районов, сельских поселений, городских поселений. Можно было, не выходя из дома, связаться с врачом, имея электронную медицинскую карту и тому подобное. Но здесь же возникает оборотная сторона медали, скажем так, то есть это интернет-связь. Но сегодня, если говорить о сельском поселении Шошка, у нас есть только модемы, то есть это мобильная интернет-связь, оптоволокна нет, несмотря на то, что мы находимся не так далеко от столицы нашей республики. То есть что уж можно говорить об иных населенных пунктах. Единороссы поддержали идею о возвращении в школы медицинских кабинетов. Де юре они, конечно, есть и сегодня. Де-факто медики не имеют права оказывать никакой экстренной помощи. А по статистике, 5-я часть всех детских травм происходит именно в стенах учебного заведения. Самым ожидаемым моментом на съезде стало выступление Владимира Путина. Хотя президент и объявил ранее о том, что идет на выборы как независимый кандидат, однако «Единая Россия» выступила за его поддержку. Поэтому сейчас делегаты ожидают услышать от Путина неких заявлений. Это, по сути, ориентир, в каком направлении будет двигаться партия в рамках общего развития страны. Главный посыл, что услышали делегаты, направлен на совместную работу чиновников, общественников, чтобы сообща решать проблемы большой страны, но при этом слышать каждого жителя. Выборы лидера, выборы президента Российской Федерации – это одна из самых актуальных задач, и поэтому сегодня на съезде звучат именно тезисы о том, что наш кандидат Владимир Владимирович Путин, о том, что мы его поддерживаем, ну и расставляем приоритетные задачи в плане проведения предвыборной кампании. Президент идет от Российской Федерации, и он хотел бы, чтобы его именно все люди, все партии, все жители поддержали и выбрали. Вот почему был ответ. Мы, конечно, Владимира Владимировича будем поддерживать, как партия «Единая Россия», потому что наш основатель. Но то, что мы услышали, в принципе, это на самом деле правильное и очень правильное решение, что он не пошел самовыдвиженцем. Качество жизни населения надо поднимать на новый уровень. Владимир Путин снова ставит во главе угла человека и его благосостояние. Такие мнения звучат в кулуарах по окончанию съезда.
Очень важно, что президент, говоря о том, что его как руководителя на сегодняшний день волнует и беспокоит, и что с его точки зрения, на чем необходимо сосредоточиться, очень важно, что все эти задачи, они преемственны по отношению к тому, что было вчера. То есть это не так, что состоялся некий этап, на этом этапе закончилось, и мы начинаем двигаться дальше. Мы начинаем двигаться дальше, исходя из того, что мы на сегодняшний день достигли, что является нашим достижением и успехом, где какие у нас есть проблемы. Задачи перед регионами и, в частности, перед партийцами поставлены четкие. Каждый должен понимать, что люди снова будут ждать конкретных результатов, а услышать их может помочь только обратная связь. А потому активности единороссы ждут и от самих избирателей. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Москва.